Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Обязательства государства по перелетам. Якутяне смогут купить субсидированные авиабилеты на протяжении всего 2022 года. В борьбе с омикроном ученые Центра Гамалеи работают над созданием новой вакцины. Поймать и чипировать в Мирнинском районе регулирует численность бродячих собак. Якутяне смогут купить субсидированные авиабилеты в районы республики и другие города России на протяжении всего 2022 года. Об этом сообщил Айсен Николаев. Речь идет о билетах для льготных категорий населения. Полеты выполняются в центральные города из Якутска, Нерюнгри и Мирного. Если раньше по льготным категориям населения пенсионерам, молодежи выделялось только определенное количество билетов, то сейчас уже принято решение, чтобы они могли пользоваться льготными перелетами с Дальнего Востока. Это будет обязательство государства. Глава республики также добавил, что число льготных билетов на маршрутах до 13 арктических районов будет увеличено. Программа также будет работать в течение всего года. Госуслуги разослали предупреждения об участившихся случаях мошенничества. Россиян призвали не сообщать никому коды из СМС и дали советы по защите аккаунта. Так, телефонные мошенники начали звонить пользователям от имени сотрудников сервиса и просить продиктовать код из СМС для активации или привязки QR-кода к их страницам. В предупреждении подчеркивается, что сотрудники госуслуг никогда не запрашивают такую информацию. Кроме того, пользователям рекомендуют использовать дополнительные способы защиты данных, настроить контрольный вопрос и включить вход по СМС. Количество российских университетов, использующих суперсервис поступления в ВУЗ онлайн для подачи абитуриентами документов, в этом году увеличится до 800 учреждений. Перед стартом приемной кампании до мая 2022 года Минобрнауки поручено протестировать сервис. Как сообщил руководитель министерства Валерий Фальков, в прошлом году на площадке поступления в ВУЗ онлайн приемную кампанию провели 537 российских вузов, что в 10 раз больше, чем в предыдущем году. В Вилюйске открылся исторический зал «Вилюйчане. Государственные деятели Якутии» с применением мультимедийных технологий. Открытие исторического зала приурочено к столетию образования якутской автономии. Подробности в следующем материале. Исторический зал во Дворце культуры основан в целях изучения и популяризации жизни и деятельности и увековечивания памяти государственных общественных деятелей Якутии, уроженцев Вилюйского улуса Степана Аржакова, Степана Гоголева и Гавриила Черяева. И столетнюю историю творили многие выдающиеся якутяне из самых разных уголков нашей Якутии. И мы, вилюйчане, очень гордимся тем, что среди этих людей были и наши земляки, наши вилюйчане. Основной задачей исторического зала является осуществление просветительской, экспозиционно-выставочной и научно-исследовательской деятельности, изучение уникального исторического опыта, формирование государственности, хранение музейных экспонатов, посвященных жизни и деятельности государственных деятелей. Мы создали интерактивный контент для панелей, для каждого из героев, для Аржакова, Гоголева и Черяева. Информацию предоставили работники музеев, разные методисты, которые мы все обобщили и создали интерактивную панель. Деятельность исторического музея связана с изучением и популяризацией истории и развития общественно-политической, социально-экономической жизни района. Она должна способствовать пробуждению исторической ответственности, чувства гордости и патриотизма среди подрастающего поколения. Анна Васильева, Никита Колесов, Вилюйский улус. Ученые Центра имени Гамалеи рассматривают вариант создания новой вакцины против COVID-19 на основе сразу нескольких штаммов вируса. Об этом сообщил заместитель директора Центра Денис Лагунов. Отмечается, что часть препарата на основе уханьского или дельта-штамма сможет защитить от заражения новыми вариантами вируса, а другая часть на основе омикрона будет защищать граждан от заражения вариантами коронавируса, мутировавшими уже из омикрона. Говоря о дальнейшем развитии ситуации, ученый отметил, что с появлением омикрона число заболевших ковидом в России будет очень высоким.
Учитывая сложившуюся эпидобстановку в целях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, приостановлены групповые занятия обучающихся, организации дополнительного образования в очном формате и переведены на заочную форму обучения с использованием дистанционных технологий с 17 января до особого распоряжения. Также приостановлено проведение всех массовых, развлекательных, общешкольных, спортивных, культурных и других мероприятий с участием детей и педагогического состава. Образовательный же процесс в школах с понедельника, 17 января, продолжится в обычном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований. Молодежный совет при главе города Нерюнгри ведет свою работу 6-й год. Он постоянный активный участник и нередко организатор нерюнгринских мероприятий. В наступившем году молодежный совет уже успел провести свое первое совещание и обсудить планы на будущее. Подробности в сюжете наших коллег. У молодежного совета большие планы на 2022 год. Это и организация велопарковок и велодорожек в родном городе, и продолжение творческих конкурсов среди молодежи и грантов в рамках конкурса «Молодежная инициатива». Я представлял проект игр нашего двора. Цель моего проекта – это возродить игры наших родителей и моей молодости, чтобы нынешнее поколение не сидело дома и не играло в телефонах, а проводило время, хорошо использовано на свежем воздухе. В 2021 году члены Совета приняли самое активное участие в проведении рейтингового голосования по проекту формирования комфортной городской среды, реализации проекта «Отряд мэра», фестиваля творчества, стали участниками республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии». Все ребята, которые подали заявки, их 4 человека, они прошли финал, и теперь в течение года будут проходить испытания и писать проекты для того, чтобы оказаться победителями этого конкурса. Основной состав молодежного совета – 10 молодых инициативных нерюнгринцев в возрасте от 16 до 35 лет. Школьники, студенты, рабочая молодежь. Здесь те, у кого действительно активная жизненная позиция и кто готов творить историю города. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Впервые за много лет в центральной бане Амги ведется капитальный ремонт. Объект, построенный в 1981 году, был в плачевном состоянии. Постоянная сырость, перепады температур и другая агрессивная среда сделали свое дело. Поэтому во избежание аварийных ситуаций работа бани была приостановлена. Средства на ремонтные работы выделила администрация района. В ходе ремонта полностью заменена система отопления. На данный момент ведутся работы по монтажу внешних труб тепло- и водоснабжения. На ремонтных работах задействована частная бригада из 7 человек. В данный момент мы проводим замену внутренней системы отопления. Сейчас уже выходим на наружную часть и в дальнейшем будем подключать на центральное водоснабжение. После замены внутренней системы отопления уже будем ремонтировать внутреннюю отделку. Так, и большая часть ремонта будет проводиться в летнее время. В Мирном за время прошедших новогодних каникул сотрудники городского приюта по заявкам горожан отловили 6 бездомных собак. После животных передали на временное содержание в приют. Что ждет бродячих четвероногих после отлова, узнавала Иванна Филиппова. С ошейниками и без стая собак спокойно гуляют в центре Мирного. Горожанам не пристают, агрессивность не проявляют. Смотрю, народолюбивая, а вообще надо порядок навести, это вообще невозможно. И там, где советская, там много еще собак. Свору собак горожане наблюдают в разных уголках Мирного. Четвероногие мигрируют из одной части города в другую в поисках пропитания. И находят его чаще всего на свалках и в мусорных баках. Вот собаки без ошейника, но не боятся людей, сами подбегают. Видимо, их все-таки кормят здесь. Поэтому, видите, он просит еду. Это говорит о том, что их подкармливают в частном секторе. Вон их сколько. Ну, каждый день прохожу мимо на работу и с работы. До Нового года было много собак. Сейчас собак как бы, ну вот одна-две, но в основном с ошейниками. Да, вот они сторонятся, то есть они обходят. Не видел, чтобы кидались на кого-нибудь, но просто как бы осторожность, конечно, какая-то есть. Страшно иногда.
Страшно не только за себя, за детей, говорят наши зрители. Горожане обеспокоены. Считают, с каждым годом собак на улице все больше и больше. Винят в этом недобросовестных хозяев, которые бросают питомцев на произвол судьбы или отправляют на самовыгул. На воле животные размножаются, таков уж инстинкт, а владельцы потом не знают, как быть щенками. Оставить не могут, топить жалко, остается подбросить кому-то, в лучшем случае обратиться к волонтерам. Численность бродячих животных городские власти пытаются урегулировать гуманным способом. Работники приюта отлавливают и стерилизуют собак. Этого пса поймали с помощью самозахлопывающейся клетки. Обычно на приманку попадает молодняк. Со взрослыми особями иначе. Они хитрее и боязливее. Увидев знакомые лица ловца, убегают. Отловленных животных везут в приют временного содержания на 10-дневный карантин. Очень много стало попадаться домашних животных, в том числе с ошейниками. Но в основном мы же все знаем, что животные у нас, собаки, это домашние животные, которые остались без надзора. Когда собака отсидела на карантине, ее смотрит ветеринар. Делает прививку от бешенства, стерилизует. Так за год сделали 250 операций. Чип в ухо получают только неагрессивные и привитые. Их возвращают на улицу. А опасных для человека особи оставляют в приюте на пожизненное содержание. Сегодня здесь 4 таких пса. Выразить большую благодарность волонтерам, которые непосредственно делом и помогают нам здесь ухаживать за животными. Приют в Мирном не пустует. Увозят одних собак, привозят других. Заявки на отлов от горожан поступают каждый день. Если вы увидели на улице собаку без чипа, это повод позвонить в службу отлова. Номера на экране. Денег с вас за это не возьмут. А еще лучше, если после всех процедур животное заберете к себе домой. Ивана Филиппова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». С начала года коммунальщики вывезли с улиц Ленска 8 тысяч кубометров снега. В арсенале фирмы-подрядчика 12 единиц техники. В будни она прошлась по центру города, на выходных поедет в отдаленные микрорайоны. Автогрейдеры вскрывают снежный накат с проезжей части и обочин. Погрузчики выкладывают его на середину дороги, а так называемые снегоуборочные ручки грузят снег в самосвалы. В таком режиме с обеда и до 3 утра подрядчики работают последние 10 дней. Работаем, получается, сейчас в дневное время, так как ночью опускается температура до минус 45-50, и в ночное время нет возможности убирать снег, поэтому приносим сразу водителям извинения за неудобства временные. К этому часу это вся информация. Хорошего дня.